Верно служить отчизне. Именно такую присягу дают вступающие в ряды бойцов юнармии. Первый отряд Алданского района набирает мощь не только в повышении военной подготовки, но и в добрых делах. Если соблюдение дисциплины и подчинение командиру диктует устав, то помогать ближним – хорошее воспитание. Продолжение темы в сюжете Татьяны Вахниной. У бойцов первого отряда юнармии Алданского района очередная учебная тренировка. Несение почетного караула, строевой шаг, приемы рукопашного боя и навыки владения оружием. Множество умений ратных защитники Родины продемонстрируют на показательных выступлениях, которые пройдут в рамках празднования Дня Победы. Мы сейчас готовимся к параду на 9 мая и чуть позже будем готовиться на показание рукопашного боя, когда поедем на эшелоне Победы 8 мая, и тактический бой. Весной свободного времени у ребят практически нет. Подготовка к празднованию Дня Победы чередуется с огромным количеством добрых дел и акций, как социальных, так и нравственных. Имевшие место в России и в мире трагедии не оставили бойцов равнодушными. То есть это не надо было говорить постоянно, ребята, то есть погибли люди, там надо вот, отдать дань памяти, там надо, чтобы именно проникнуться душой, и чтобы, например, там не жевать, не болтать, не разговаривать. Это реально, это было видно, особенно по Кемерово. Недавно юнармейцы завершили снежный бой. Так назывался волонтерский десант. Ребята помогали пожилым людям, сбрасывали снег с крыш и расчищали дворы от сугробов. Бедной старушки снег выше ее, и мы начали откапывать. Мы полезли на снег и начали расчищать. Мы управились где-то за 1,5 часа. Мы очень долго ходили. И потом она нас пригласила пить чай. Все задачи, поставленные командиром взвода, ребята выполняют с энтузиазмом и удовольствием. Воспитание дисциплины и совершенствование физической подготовки, безусловно, важно. Но прежде всего необходимо заставить подростков проникнуться желанием помогать. Такую цель ставят перед собой наставники юнармейцев. Можно делать добро делать это бесплатно, бескорыстно и получать от этого удовольствие. Что вот мы им показали, например, по уборке, так скажем, снега. Отдача от добрых дел оказалась колоссальной, и бойцы отряда планируют продолжить волонтерскую акцию. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.